узорные ичиги, они связаны у нас с искусством кожаной мозаики. А искусство кожаной мозаики – это вообще-то сейчас, в настоящее время, это уникальная техника, которая известна только казанским татарам, и которая, в общем-то, является вкладом в мировое искусство. Потому что такой техники, как кожаной мозаики, у других народов нет. Вот. И я очень рада вам представить то, что вот на территории нашей республики и среди наших мастеров, среди наших художников есть люди, которые развивают эту технику. И фактически мы как бы выполняем общее такое дело. Общее дело – это эстетизация нашего пространства. То есть ходить в красивых сапогах, в красивой обуви, носить красивые сумки, украшенные кожаной мозаикой – это то, что делает нас, мне кажется, счастливыми. Потому что красота, она действительно повышает оптимизм, дает энергию. И сейчас я хочу рассказать, что это такое. В общем-то, об этом много книг, много написано, но есть такие моменты, которых нет в этих книгах, и которые почему-то, видимо, не хватает некоторой глубины, что ли, исследования, или, может быть, пришло такое время, когда количество должно в качество перейти, но, по крайней мере, этот вид искусства очень хорошо изучен. И в основном он, конечно, связан именно с производством обуви. Потому что обувь – это один из главных, основных компонентов в татарском костюме. Красивый головной убор, красивое платье и красивые туфли, ичиги. То, что соприкасается с землей, тем более, должно быть красивым. Да? Красивым, удобным и в то же время мягким. Вот ичиги у нас... это уже производство арской фабрики. Просто я хочу вам показать, как развивался этот вид искусства, из каких совершенных форм, но постепенно он становился все более и более таким, скажем, апримитизированным, модернизированным. Но сейчас вот наши художники, они как раз возвращают эту былую форму, былую славу наших ичигов. Но здесь я для того, чтобы мы посмотрели чисто вот для простоты примера. Во-первых, ичик, слово ичик сам. Вот есть ичик и читык. Ичик и читык – это фактически так называется мягкая кожаная обувь. То есть обувь, которая не имеет жесткой подошвы и которая, в принципе, носилась на улице с калушами. Дома могли снимать калуши и ходить в этих и в ичигах. Кроме того, в мечети разрешалось молиться в ичигах. Можно было не делать омовение ног, а вот этих кожаных ичигах, мягких, можно было читать намаз. Слово ичиг от слова эчик. Некоторые говорят, эчик – это меховая подкладка. Есть еще такие предположения, что это ичик. Ичик – это значит... Считается, что внутренний ичик, ичке, от слова ичке, то есть внутренняя обувь. Здесь и то может иметь место, потому что то, что внутренняя обувь, действительно, она с калушами носилась, а то, что подкладка меховая, с ичигами еще в очень-очень далекие времена сапогами носили еще войлочные чулки теплые. И поэтому, возможно, эта традиция связывать теплую обувь с эчке, внутренней какой-то подкладкой, прокладкой, это тоже отразилось. Но я считаю, что все-таки это эчке, от слова эчке читык, и ичик получается, да? По крайней мере, до сегодняшнего времени еще точного определения вот такого нет. Мы можем только гадать. Производство узорной обуви, естественно, оно связано с технологией. Почему эта обувь уникальная? Почему эта технология уникальная? Дело в том, что, вот вы как здесь видите, брались несколько слоев кожи разноцветные, и на ней вырезался узор, а потом вот эти части узора, они перемешивались с другими, да, по цвету менялись,
И вот узоры эти не накладывались на кожу сверху, как в аппликации, они сшивались в стык. То есть не происходило вот, нету такого, чтобы нужно было создать такой шов, чтобы этот шов, который сшивает вот эти узоры, он был декоративным. И вот придумали вот этот декоративный шов. Интересно, что этот шов некоторые называют вышивкой тоже. То есть получается, что мы здесь имеем, во-первых, кожную мозаику, да? Мозаика это потому, что мы имеем разные куски, мы сшиваем ее, да? И в то же время здесь есть казанский шов, так называемый, казанско-татарский шов он называется. Он, кстати, сейчас в объектах нематериального культурного наследия включен. Там, значит, именно вот сам этот шов, он тоже является уникальным. То есть мы имеем здесь два вида уникальных технологий. Это мозаика и сшивание этой мозаики вот этим казанским швом. Вот таким образом происходит один из этапов создания этой обуви. Вообще надо сказать, что обувь создавали и мужчины, и женщины. Потому что ремесло это вот так резали обычно, таким ножом острым. Мастер резал вот эти узоры, несколько слоев кожи прорезал. Ну вот здесь мы видим, уже сапожники работают, которые уже делают окончательный, завершающий процесс. Вот. А до этого женщины сшивали вот эти кусочки узорной кожи. То есть как процесс был? Сначала мужчины резали, значит, вот эти узоры на коже, затем передавали эти узоры женщинам, мастерицам, которые сшивали эти узоры вот специальным казанским швом. Затем обратно эти изделия уже прошитые возвращались мужчинам, сапожникам, которые уже точали из них сапоги, делали сапоги, собирали. То есть вот в этот процесс были втянуты и мужчины, и женщины. Причем этот процесс, само это ремесло сначала было домашним, сначала дома это делали, семьями, внутри семьи. Но потом, с 18 века, татарские купцы решили, значит, сделать это производство массовым, и они открыли мастерские, причем, значит, привлекли к этому все села Заказания, Арский, Высокогорский район, значит, нынешний Зеленодольский и вот Дубьянский бывший район. И в этих районах эта техника кожной мозаики, она как раз там и сохранилась. У других групп татар ее просто нет. Она есть только у казанских татар, и центром ее производства являлось Заказание. Но со временем из Заказания эта технология уже перешла в Казань. Обратно вернулась. Я считаю, мы думаем так, что в Казанском ханстве все-таки эта технология была. А мастера, когда, значит, Казань присоединена была к России, к русскому государству, многие мастера уехали, были вынуждены бежать в Заказание. И вот эта технология из Казани была перенесена в Заказание. А в XVIII веке она фактически обратно вернулась в Казань. И в Казани в основном работали искусные, такие более искусные мастерицы, но для них оплата должна была быть выше. А мстительские мастерицы, которые работали в селах, до 10 тысяч было в конце XIX века, они вот массовым образом создавали вот такие повторяющиеся изделия, несколько стандартные изделия, но делали их для широких слоев населения. А в Казани делали в основном для элитную такую обувь, производили, и в то же время на продажу. И вот в журналах, например, тогдашних, Сюнбике, других газетах была реклама, и тогда еще эти сапоги продавали, по почте рассылали, как сейчас. Мы по почте получаем многие товары. Тогда вся территория России, где проживали татары, они могли получить и заказать вот такие ичики. Здесь мы видим старинные образцы. Вот только вот этот нижний женский сапожок, который на каблучке, он сшился специально для русского населения. То есть шили не только для татар и носили эти узорные ичиги не только татары, но также и русское население. И для них специально вот такие сапоги шили на каблучках. Часто со шнуровкой. Они назывались коми-вояжерки, вот такие сапожки. Я должна сказать,
они отличаются вот от тех сапог, которые мы с вами знаем, да? Посмотрите, узор совершенно другой. Узор, во-первых, более такой гармоничный по цвету. Сочетания цветов были не такие яркие, контрастные, 2-3-4 цвета. Вот. Обязательно мягкая подошва и архаичный узор. Вот особенно внизу, вот этот сапог, у него очень архаичный узор, и этот узор восходит. Почему вот мы эти узоры, когда изучаем, мы находим соответствие этих узоров алтайским пазырыкским курганам, обуви, которая была там найдена. Не только обувь, там и ковры. И вот эти узоры старинные, они не то что очень древние узоры, алтайская пазырыкская культура, это 3 век до нашей эры. Там в курганах, в зоне вечной мерзлоты, сохранились изделия из ткани и из меха. И поэтому мы имеем образцы орнаментов, именно касающиеся вот этой пазырыкской культуры. Алтайцы, ну вот в процессе я расскажу, значит, они, сейчас мы дальше, я покажу слайды, здесь вот этот станок, на котором происходит сшивание этих узоров. Вообще вышло 2 фильма, один выпустили, значит, Мира Рахмати и с оператором Бай его зовут, Хайрулин, да, «Казанский шов». А еще вышел фильм, тоже называется «Казанский шов». Его создал Таткультресурс-центр, но приезжали, снимали москвичи из Министерства культуры. Группа приехала операторов, режиссер приехал, и они сделали свой фильм, тоже называется «Казанский шов». То есть мы имеем 2 фильма, по которым вы можете пополнить все свои знания об этой технологии в целом и об этом искусстве, но про пузыры, по-моему, там ничего нет. Ну вот здесь, значит, вот такой, ну вы видели, как это, да, делается, где женщины, они растягивают кожу, привязывают те места, где узоры сшиваются, и прямо вот на этом станке они вышивают иглой, шило раньше было шилом, потом протаскивают щетину, из щетины вот делают этот шов, его накручивают вот так на иголку несколько раз, и затем вот так затягивают. Вот в фильме это очень хорошо показано, и вы можете увидеть, как делается вот этот знаменитый казанский шов. При этом он делается не одноцветным, а многоцветным. То есть могут быть использованы разные нити разного цвета, и такой шов, ну, называют рябиновку, но это после названия. Вот здесь вы видите, да, как происходит сшивание вот этих кусочков кожи. Вот здесь образцы этих сапог. Здесь показаны разные виды композиции по времени. Здесь женские сапоги, значит, и детские, по-моему, там сапог, да, детский. То, вот, и просто как образцы. Вы знаете, у нас нету материалов по этим ичигам ранее 18 века. Нету. Почему нет? Потому что археологических материалов кожа плохо сохраняется, но сохранившиеся кусочки кожи, там они сделаны в технике теснения обуви. Вот если мы возьмем булгарские раскопки города Болгара, города Казани, в Казанском Кремле, обувь везде сделана в технике теснения. И женская обувь с такой, украшался еще гофрированием, такое гофрирование было передка обуви. Кожаную мозаику мы не встречаем. И вот впервые вот виден на рисунках, но здесь тоже трудно сказать, это кожаная мозаика или нет. Это рисунок 17 века, сделан по гравюре Георгий. Как видите, оформлялся весь сапог, и задник обуви, и передок обуви, и сама вот это голенище, и верхняя часть. Причем на верхней части, значит, орнамент, как мы видим, такой очень был распространенный треугольный орнамент. Именно этот орнамент встречается в тюркской рунике, и вот этот знак тюркской руники, вот так идет линия, вот такой орнамент, означает дорогу. То есть вот старинная вот эта символика с обозначением дороги мы видим вот на этих сапогах.
Ну и говорить об орнаменте этих сапог, об орнаментации можно очень долго и интересно. Но вот в этих сапогах основной это знак солнца, как вы видите, да? Сзади мы видим, значит, на задней части она обычно твердая была, часть там подставлялась еще, кожа более твердая, и там тоже были разные мотивы орнаментов. Где-то и дорога, где-то это и четырехугольники, это обычно 4 стороны света, значит, 4 времени года и так далее. Но на сапогах это 4 стороны света, то есть это опять-таки связано с символикой этих сапог. Мотивы сердечек, значит, древо жизни, все это мы видим. В разное время разные мотивы преобладают. В XVIII веке одни мотивы, в XIX другие, в XX еще третьи. Сейчас в современности у нас еще 4-й комплекс мотивов. То есть мы можем сапоги долго рассматривать и разбирать вот каждый мотив орнамента. Ну, детские сапоги. Вы видите, в детских сапогах мотив семени, да? Это семя, из которого должен вырасти человек, вот наверху. Семя, потом идет как бы, как мотив солнца переходит. И здесь, значит, мотивы сзади тоже на заднике мотив семени, да? Вот. То есть это именно детские сапоги, они по-своему имеют свою символику. Сейчас с вами перешли к пузырыку. Вот понимаете, нету вот таких артефактов, где мы могли бы найти истоки кожной мозаики, истоки орнаментации кожной мозаики. Этим один только артефакт есть. Это пузырыкские курганы. Здесь вот мы видим украшение седла, но это не техника мозаики, это техника аппликации. Вот сапожок тоже в пузырыке найденный. Посмотрите, интересно у них техника вышивки на сапожке. И самое главное, обратите внимание на подошву. Подошва тоже украшалась, причем украшалась, значит, камнями, да? Почему? Потому что сидели вот так, да, ноги сложив, и вот даже подошва должна была быть красивой. Это тоже пузырык. Вот это от другого сапожка, тоже подошва, орнамент подошвы другого сапожка в пузырыкском кургане. Но посмотрите, как узоры совпадают, да, с нашими узорами кожаной мозаики. Это вот тоже реконструкция уже передней части сапога другого, но здесь тоже орнамент сделан вышивкой, но очень своеобразной вышивкой, нити обернуты фольгой. Вот, и вышивали вот такими нитями, обернутыми фольгой, ну, типа вот канители нынешней, что ли, так, золотого шитья. Так, и вот эти мотивы орнаментов, которые были характерны и для пузырыкских курганов, и для нас. Почему? Вот смотрите, только у татар сохранился мотив пальметты, это лист пальмы, да? Только у татар мы видим мотив лотоса в искусстве, который тоже связывается с восточно-азиатским искусством. Только у татар мы видим облаковидные мотивы, то, что связано именно с восточно-азиатским искусством. И здесь вот разные мотивы кожной мозаики, вот некоторые из них имеют название, вот раз, два, третий, второй это мачи-баши называется, например, орнамент. Ну, есть в искусстве также орнаменты, связанные с драконами,